Всем здравствуйте! Я Елена Байлинова, и я нахожусь в кругу замечательных, удивительных людей и, на мой взгляд, самых верных, отборных друзей одного из удивительнейших, величайших мастеров кыргызского кинематографа, верного сына своего отечества, патриота страны, нашего уважаемого кинорежиссера, народного артиста Кыргызской республики Геннадия Садыровича Базарова. 14 мая он отметил свой 80-летний юбилей. И это стало для нас, для всех, настоящим общенациональным празднованием. Сегодня мы с вами находимся и вот так удобно расположились в музейном зале уникальной фотовыставки, на мой взгляд, где прослеживается вся жизнь и творческий путь мастера, где, как мне кажется, что вот мы словно прикасаемся к его личности, к личности самого Геннадия Садыровича Базарова, который все время нам напоминает, что не надо забывать, что цивилизация – это культура, а культура – это духовность. И я предлагаю сегодня поговорить об этом, так ли это на самом деле, и давайте вместе поговорим и о самом юбиляре. Кстати, заметили, что его сегодня нет среди нас, это специально, он остается за кадром для того, чтобы мы могли говорить о нем все, что мы о нем думаем, все интересное, что вспомним, что сегодня мы вместе с вами будем обсуждать. Лично мне Геннадий Садырович, когда мы встречаемся, он мне все время говорит: не смотри новое кино, смотри старое кино и показывай его детям. Почему, говорит? Потому что сегодня не умеют снимать кино. И я думаю, что это такой серьезный камень в огород наших современных кинематографистов. И я хотела бы спросить у них, у вас, не обидно ли вам за это? Итак, мы начинаем. Пожалуйста, кто ответит за весь кинематограф Кыргызстана сегодня? Пожалуйста, давайте начнем с наших представителей нашего кино современного. Ну, мне неудобно перечить мастеру. Я просто скажу, как я к нему прикоснулся. Я был совсем маленьким, и у нас был телевизор, вернее, не у нас, а у соседа был телевизор, он был кузнец. Ну, старшее поколение, наверное, помнит такой маленький телевизор, а перед экраном стояла такая большая лупа. Да, и мы смотрели «Материнское поле». В этом году 55 лет, вот, плюс моих 10, я думаю, где-то 13, может быть, 14 лет мне тогда было. И мы все сидели и плакали. То есть это было мое первое прикосновение к мастеру. Вот таким образом я смотрел старое кино. В принципе, я уже не учился в ВГИКе, и я вырос на фильмах наших мастеров, ну и на индийском кино. Значит, вы согласны с мастером, что надо чаще смотреть то, что уже было сделано мастерами кыргызского чуда, и подпитывать, может быть, их самих и их детей в том числе? Просто я не знаю, он про меня имел в виду, или он имел в виду более молодое поколение. Да, но мы все вас относим к современникам нашим, тем более, что сейчас вы заканчиваете еще одну свою картину, и именно в это время, вот во время, в которое мы живем. Лен, я все же думаю, что я, наверное, скорее всего отношусь к старшему поколению, наверное, потому что все мои фильмы сняты на пленке. Вот сидит Хасан, который снимал все фильмы. То есть я снимал по старой технологии. Нет, здесь нужно понимание быть. Я прожил всю жизнь в кино, и поэтому я, конечно, это все прекрасно вижу. Потому что там было несколько поколений, вот при мне тоже кинематографистов, и вот когда пришло новое поколение, мы говорили все молодые, это Замир Иралиев, Карина Акматалиев, Джалис Адамбек. Для нас они молодые, мы иногда сейчас говорим, вот молодое поколение. Какое молодое? Оно уже давно не молодое. А вот это уже новое молодое поколение пришли, что Абдуджапаров, Абдыкалыков, то есть вот эти ребята пришли. Нет, я хочу сказать, что вот это поколение, которое все-таки успело получить хорошее более-менее образование киношное, и многие окончили все-таки в ГИК. Если не в ГИК, то они работали рядом с великими мастерами. Вот это самое важное. Вот я всегда в мастерстве считаю, что если ты работаешь рядом с мастером, и ты вырос с ним, то ты тоже получаешь такое образование почти как высшее. То есть это очень важно. И поэтому я считаю, что вот это поколение, конечно, мощное. И поэтому и то, что говорил Геннадий Базаров, я думаю, это относится более к молодому поколению, потому что они
явно уже не получают того образования и не работают ассистентами у наших мастеров, которые делают более серьезное кино. Ну вот хочу спросить тоже у мэтра, оператора-постановщика, выпускника в ГИКа. Хочу, Хасан, у вас спросить, какое кино вы смотрите сами? Смотрите ли кино молодых сегодня? Ну, здесь, как можно сказать, вот Геннадий Садырович, может быть, он в каком-то, ну, где-то прав, в каком я имею в виду, потому что вот раньше кино создавалось очень, ну, сложно, то есть был сложный процесс. Это кинопленка, это тяжелая камера, там, которая весит 70 килограмм, свет. А сейчас можно в домашних условиях снять кино. То есть это, да, ну может быть, да. То есть процесс намного как бы упростился. И может быть поэтому как бы, ну, Геннадий Садырович, может быть, он про это кино говорит. Я считаю, что надо и старое кино смотреть, и новое кино смотреть, и наших молодежь учить. Я вот хочу тоже спросить у одного из главных героев тоже фильма «Засада». Уважаемый Салават, хочу к вам обратиться, потому что вот любите ли вы то время, когда вы снимались в кино, когда вам досталась такая харизматичная роль Курбаши, да, вот любите ли вы то время? И сравнимо ли оно с тем временем, в котором мы сегодня живем? Различия, они грандиозные, и по целому ряду признаков и причин. Ну, прежде всего, Геннадия Садыровича. Ко всей его талантливости, ну и, возможно, это присуще талантливым людям, он был еще и очень изобретателен, внимателен, подмечал, у него была очень острая оперативная память. И вот это проявилось в одном эпизоде. Съемки происходили на юге, часть из них происходила в городе, было много народу, зрителей, и это как-то взбадривало. Гена был в таком приподнятом настроении, делал все эти жесты и команды, которые делает режиссер. И вот в такой ситуации в городе происходило. Однажды съемки происходили в Наукатском районе, в ущелье. Поблизости нет никаких населенных пунктов, и площадка съемочная вдруг оказывается, ну, скажем, пустой. Конечно, там присутствуют мальчишки, несколько человек, вездесущие, и, по-моему, 1-2 чабана где-то они там поблизости подъехали, тоже так посматривают, но зрителя нет. Вероятно, Гену это как-то задело, и не было какого-то у него подъема, вдохновения, что ли. И, значит, я тут на первом плане прохожу, прогуливаюсь, в то, что называется, вхожу в роль в этом одеянии Курбаши, сабля, маузер, там головной убор, тут рядом конь, великолепный хохрик, на котором еще снимался Симон Чокморов, великолепная лошадь. В общем, интересный такой кадр, можно сказать. И мальчишка, один из мальчишек, он с открытым ртом буквально вот так смотрит, провожает взглядом туда-сюда. Гена это заметил. Перкель. Мальчишки. Мальчишка так немножко испуганно приходит, подходит к нему, и он ему говорит: интересно, да? Интересно. А ты знаешь, кто это? Он говорит: нет. Это внук Ибрагимбека. Он сидит в КГБ в Москве. Вот я попросил, нам дали его на 2 дня. Завтра он, наверное, уедет уже. Только ты никому не говори. Это очень большой секрет. Никому не говори. Пожалуйста. И отпускает мальчишку. Ну, заканчиваются съемки. На следующий день мы едем
дорога в это ущелье дымится пылью, и туда буквально караваны на машинах бортовых, там на лошадях, на бричках едет народ, съемочную площадку мы уже забыли об этом разговоре, Гена, и многие не знали, это вот я был свидетель, он был, ну, наверное, кто-то еще видел. И что творится на площадке, шум, гам, народ такой, знаете, очень уверенный. Этот Ибрагимбек был вот из Курбаши. Ибрагимбек, реальная личность. И толпу никак невозможно угомонить. Наконец, Гена предлагает Нарыну, он был администратором, да, успокой людей. Он подходит, а Нарын такой решительный парень был, ни в какую, не устраивается. Наконец, ну в чем дело? Вот вы что говорите, что это внук Курбаши Ибрагимбека? Мы внуки, он не внук. Манас Мусаевич, вот у вас тоже славная своя творческая биография есть. Вы были оператором на стольких фильмах и даже получили государственную премию, да, за «Белый пароход». А как вам работалось с Геннадием Садыровичем? Вот скажите, каким он был по сравнению с другими режиссерами? Мне посчастливилось работать с Геннадием. Я с ним познакомился в 1962 году. В это время во Фрунзе снимался фильм по произведению Айтмата Ботогөз «Аптап», это «Зной», «Шипитька». И Геннадий был уже студентом в ГИКа и проходил практику на этом фильме. И тогда я познакомился с ним. Я работал тогда помощником оператора кинохроники. Я помню его рисунки. Вот. Просто карандашом нарисованы, и такие были удивительные характеры показаны. Вот «Шипитька». 2-3 рисунка, и полный характер этого «Шипитька». А потом, ну, я поступил в ВГИК, закончил, и с Геннадием работал над 2 игровыми фильмами и несколько документальных фильмов. И что я скажу? В общем, когда показывается премьера фильма, обычно собирается вся семья. Я, естественно, тоже пригласил свою супругу и детей. И они были шокированы, в буквальном смысле шокированы. Потому что в одном фильме, в начале фильма я стою в кадре, молчу, 2 минуты, в общем, я просто стою, молчу. И все... Это было неожиданно для семьи, в общем, они были шокированы этим делом. Вообще с Геной работать мне было очень приятно, мы одногодки, и учились в ВГИКе, в общем, встречались там. Вот я хочу сказать, вот мы сидим в таком зале, вот в окружении фотографий прекрасного фотографа Саши Федорова. Он с первой картины или со второй, по-моему, «Засады», он постоянно снимает, работает с Геной Базаровым. Если взять вот эти фотографии, скажем, сделать просто слайд фильмы, это будет достаточно, чтобы люди поняли, кто такой Гена Базаров, и над чем он работал, и какие он фильмы снимал. Я просто благодарен, Саше, тебе, что подарил нам такую красоту. Да, огромное спасибо. На самом деле, я говорю, каждый кадр, он сам за себя говорит. Это история кинематографа и жизни, и нашей страны, и нас всех, и Геннадия Садыровича, безусловно, да. Спасибо, Манас Мусаевич. Мы продолжаем. Я вот хочу спросить, Анес Гургенович, а вы-то как вот знакомы с Геннадием Садыровичем? Вот вы, вот да, именно, я смотрю, у вас уже там томик какой-то приготовлен, да. Расскажите, может быть, какие-то интересные случаи ваших встреч, может быть, какие-то уникальные Леночка, истории. вот честно скажу, когда я сюда двигался, я так перебирал в памяти и пытался вспомнить, а когда мы познакомились, не помню, но сам для себя предположил, что, скорее всего, ну, помимо
знакомство, которое было связано с картинами, созданными Базаровым, это естественно, но с этим была вся республика знакома. А вот личное знакомство не могу упомянуть, думаю, что, наверное, где-то на площадке все-таки Дома кино, потому что в свое время, в 60-х, в 70-х, попасть под крышу, под своды Дома кино, это был предел мечтаний. Я вот точно помню, счастливейший день мой был, когда мне этот Кадыркулов, да, значит, принес членский билет Союза кинематографистов. И, слушайте, я никакому другому документу так не радовался, ни профессорскому своему, ни, так сказать, ни ученым степеням и так далее, потому что это был свой особый мир, особый круг, площадка, где ты видел эти живые легенды были, да, нашего кинематографа, который получил название «Кыргызское чудо». Но, скорее всего, такие личные пересечения уже были позднее, где-то 70-е, 80-е годы. Я знал, что он прекрасно рисует. Да? Первое тоже, на что я обратил внимание, это на его рисунки. Какая великолепная графика. Тогда все увлекались Чарлёнисом еще. Помните, вот альбомы эти ходили, из рук в руки передавались. И тут, ты смотри, у нас свой график какой блестящий есть. Вот, потом, мне о нем рассказывали в основном интересные очень какие-то эпизоды, вызывающие только чувство уважения, восхищения и так далее. А вот посыл, с которого началась наша беседа, который вы задали, значит, процитировав Геннадия Базарова, его мнение о современном кинематографе, мне очень напомнил ситуацию в авторской песне, когда где-то в годах 80-х, значит, любимый мною и многими мэтр наш Булат Шалчакуджава в одном из интервью как-то так скептически сказал: авторская песня умерла. Это наделало столько шума. Правда, потом он взял свои слова обратно, когда он послушал там и Веронику Долину, и ряд других авторов и так далее. Но это тоже свойственно, наверное, любому мастеру. Любой из нас, честно говоря, мы все субъективны. И какое-то, так сказать, объективное мнение складывается вот из некой суммы, правильно, да? Поэтому у него есть право так считать, но я, слава богу, поскольку я не мастер кино, я эти недостатки, наверное, не вижу. Я исхожу из того, если это мне близко, то, что происходит на экране, если это мне интересно, если это меня, как говорится, захватило, то это то, что нужно в данный момент для меня. А уж в какой технике это связано, как это сделано, снято, понимаешь, на такую камеру и на другую, честно говоря, технические моменты меня мало волнуют. И еще один момент хотел сказать. А вот как мы друг с другом знакомились тогда? Давайте вспомним. Нас что объединяло? Я сказал, Дом кино, нас город объединял, во-первых, наш Фрунзе. Это раз. Это была особая культура, особый круг. И потом были маркеры, по которым мы узнавали друг друга. Это твой человек или не твой человек? По книгам, что тебе нравится, что ты предпочитаешь, по фильмам, да, которые вызывают у нас отклик и так далее. И вот меня с ним сблизило это совершенно точно. Это, конечно, любовь к акуджавскому творчеству. И он меня неоднократно просил прочитать, почему-то вот запал ему в душу это стихотворение, не считая, что оно там верх совершенства и так далее. И я себе позволю сейчас прочитать его. Значит, в эпиграфе строки из песни, очень популярной песни Акуджавы: «Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Не огорчайся, друг, давай закурим, хоть прошлых лет счастливых не вернем. Клянусь, что мы еще набедокурим и за столом студенческим гульнем. По-молодецки прозвенят бокалы, и нежность душ прольется через край. А та, что всех девчонок затмевала, попросит: Акуджавскую сыграй. Она подаст мне грустную гитару, в которой дремлют 7 озябших струн, и зазвучит во тьме мотивчик старый, что тоже был, как мы, беспечно юн, и мотылек забьется в абажуре, и лист зеленый выпорхнет в метель. Ах, мама, мама, это я дежурю, а на дворе 17 апрель, и мы поймем, что мало постарели, что нам грешно друг друга забывать, что и сейчас дежурим по апрелю
и можем мамам руки целовать. Спасибо, Анна Гургенович. Вот вы сейчас вспомнили о том, сколько людей, как много людей наполняло Дом кино в те времена. Вот сейчас только закончилась неделя европейского кино в Бишкеке, да, и я посмотрела, что как бы интерес, ну, не особый, если мы говорим о духовности, да, а о том, чтобы вот люди больше приобщались к кинематографу. И я вот хочу тоже вот подойти к еще одному нашему участнику разговора, мастеру тоже своего дела, нашему уважаемому, любимому Чуро. И вот я думаю, что когда показывали «Улицу», я думаю, что все кинозалы были заполнены. Да. Потому что в какой-то мере я бы назвала его вот таким символом, ну, секс-символом, что ли, нашего кинематографа, да, потому что все мы тогда мечтали о любви, все мы мечтали о какой-то такой светлой жизни, радужной, и всех она вдохновляла нас на какие-то поступки хорошие, да, на образование, на самосовершенствование. И я очень рада, что вы пришли сегодня и вместе с нами. Вот скажите, как вам работалось с Геннадием Садыровичем, и ну, он как-то влиял на те роли, которые вы сыграли потом, вот ваша роль в кино «Улица» в частности? Спасибо. В общем, большое кино путь мне разрезал действительно Геннадий Садырович Базаров. Это «Улица» фильм. Мне посчастливилось в «Улице» что? Я работал с маститыми актерами, мастерами, классиками. Это Рыскулов, Кадыкеева, Джумадылов. Что за актеры были? Вот. От них я получил много мастерства, вот, через них. И работая с Геннадием Садыровичем, тоже получаешь какую-то школу актерского мастерства. Вот «Улица», «Ханвек». Я рад, что вот он, когда работает, он, во-первых, художник, сценарист. И по своим сценариям он снял несколько фильмов. Вот. В общем, одаренный человек. Хвалить можно сколько угодно. Вот, он достоин этого. Вот, недавно 80-летие в Хочкорке исправляли, где он родился, там, где родина мало его. Вот, как его там встречали земляки. Вот. В общем, все народный любимец он стал после этого юбилея. Ну что мы пожелаем? Здоровья только. Вот. Он сейчас тоже ведет передачу «Альтернатива». Вот. Люди с удовольствием смотрят, там, получают что-то там от этого фильма. Вот. Тема хорошую он нашел. И не забывает нас. Что интересно, еще он любил матерей. Вообще все режиссеры наши, маститые режиссеры, Океев, там, Шамшиев, все любили снимать матерей. Вот у Геннадия Садыровича была мать Бакен Кадыкеева. Во всех фильмах она играла мать. У Океева Джангорозова. Во всех фильмах его. Хоть даже в сценарии нет, Океев приписывал сценарий, чтобы снять Джангорозову в роли матери. У Шамшиева Кумишалиева. Так что актеры здесь не обижаются на режиссеров, вот, потому что они не забывают актеров, хоть эпизод да снимать будут. Вот поэтому я пожелаю здоровья Геннадию Садыровичу и творческих успехов дальше. Чуро, и пока не передавайте микрофон. Очень символично, но вы сидите вот напротив себя молодым, когда вам было 20 лет. На этой фотовыставке. Как вы оцените вот эти экспонаты выставки? Что вы скажете, какие впечатления вы испытываете, смотря вот на вот эти кадры кинолетописи, фотолетописи нашего кино и Геннадия Садыровича? Ну, смотря эти фотовыставки, вникаешь в него, входишь в их историю. Это в разные года снятые же. И вспоминаешь те годы. Вот. И некоторых уже нет, но вспоминаешь с гордостью и вспоминаешь, что они живы, потому что экран кино – это бессмертный же, они повторяются, показываются зрителям. И как оказалось, что есть еще одна профессия в кино, это профессия фотохудожника, да? Потому что, оказывается, это все нам надо, потому что мы можем вернуться в прошлое, мы можем воспрять, что ли, да, вот заново, помолодеть, может быть, там на несколько десятилетий назад, для того, чтобы, ну,
может быть, вдохновлять этот мир какими-то своими новыми достижениями. Лена, можно я про фотографии скажу? Да. Нет, вот здесь я увидел фотографию, значит, по-моему, дождь называется, да, Саш? Ну, как делаем дождь, наверное. Манас Мусаевич оператор, я художник-постановщик на этой картине, приют для совершеннолетних. Весь фильм я делал эти трубы. То есть Геннадию Сидоровичу вдруг захотелось дождь снять. Вот все время, чтобы дождь лил. И я на протяжении фильма делал трубы эти, чтобы эти сверлил, ну, чтобы то ему так не понравится, то ему так не понравится. Если говорить про эту фотографию. Да. То есть вот всю картину я отмахал просто вот как бы, как Честно. сказать, на совесть. Я не знаю, сейчас вот мы говорим о молодежи, сейчас так работают на площадке или нет. Но о чем я хочу сказать? Значит, премьера, кинотеатр «Россия», 1000 человек. Геннадий Садович представляет группу и меня забыл. Художник-постановщик говорит, и молчание такое. Ну, если бы я сейчас был, я бы сказал, я говорю, Геннадий Садович, я отпахал, а вы меня забыли, да? Но почему я этот случай говорю, да? Потому что вот на «Кентавре» я тоже забыл художника своего. Просто я говорю о том, что, ну вот, вроде бы, мастер он уже был, ну, в то время. И как бы, я имею в виду, вот присутствие вот этого волнения. Просто я это вспомнил, Саш, просто мне хотелось сказать, обида, которая у меня там затаилась, просто я это запомнил почему-то. Вот, ну, я много чего помню хорошего, но вот это вот, то, что он забыл меня перед 1000 человек, вот до сих пор у меня есть. Хорошо, что он сегодня не пришел, но он, наверное, все равно увидит. Саша, ну Спасибо. такое впечатление, спасибо, Октан, вот такое впечатление, что вы как будто бы вот знали, что наступит вот такой юбилей, 80 лет, да, и надо будет это все из загашников достать, потому что кадры, каждый кадр это, ну, как бы самостоятельное кино, да, вот про человека, про людей. Гена, конечно, фантастический человек. И, ну, можно сказать даже, что он мой гуру, потому что на том же фильме «Засада», когда я там поснимался немножко в кино, тоже произошло такое просто интересное событие, которое направило меня тоже в определенное русло. У нас там был профессиональный фотограф, я был в то время супертехником, я не был фотографом. То есть это человек, который обслуживает, это чтобы было понятно, обслуживает кинокамеру. Кинокамера тогда была просто огромная, там она весила 120 килограмм, ее собирали из частей, вот я ее обслуживал. И постоянно фотографировал, конечно, «Зенитом», дарил карточки. И вдруг наш фотограф профессиональный уходит. И вот что, конечно, вот меня поразило то, что Гена просто подошел ко мне и говорит: Саша, все, ты теперь будешь снимать. Я говорю, как? Как? Я говорю, я не готов. Он говорит, готов. Все, завтра иди Благословил. иди оформляйся в фотоцех, ты будешь у меня фотографом. И вот, конечно, это, как я говорю, это мой гуру, мой учитель. Ну, спасибо вам за память, Саш. И в то же время я, знаете, о чем подумала? Что это только то, что было как бы здесь развешано, представлено общественности, а сколько было еще других кадров, которые, может быть, они были такими эксклюзивными и не для всех, не для каждого. Наверняка есть еще и такой архив. То, что вот говорили, что он прекрасно рисовал, у меня даже есть несколько его рисунков, я себе оставил, и у меня они висят в рамке в моей студии. Но самое интересное то, что, конечно, вот то, что Чоро говорил об актерах. То, что все наши актеры, конечно, он приглашал всегда. И я просто знаю, потому что я почти на всех фильмах отработал. Самые любимые его актеры, это был Рыцкулов, Кадыкеева, Джумадылов, Сейдахматова. То есть это вот костяк актеров, тех, которые как бы уже ушли, но мы должны о них помнить. И вот как ты говоришь, что мы должны смотреть старое кино, вот это, чтобы посмотреть и вспомнить о них. Тоже это, конечно, великая плеяда актеров была. И Гена никогда не забывал о них и приглашал. И вот даже если я, может быть, назвал только самых основных актеров, Чоро, может быть, даже знает тех актеров, которые, может быть, приходили туда всего на эпизоды. Но Гена всегда старался пригласить наших актеров, и я тоже благодарен ему за то, что он это оставил. Саш, вот я продолжу то, что вы вот отметили сегодня, да, что на редкость какой-то урожайный год. У нас юбилеи у всех, кто-то заканчивает фильмы, кто-то получает награды. Вот я знаю, что был снят фильм «Прикосновение к личности» специально к юбилею Геннадия Садыровича, снял его наш вот уважаемый Тынай Ибрагимов, народный артист Кыргызстана, да, и я хочу сейчас вот Тыная и поздравить, во-первых, да, с наградой, которую он совсем недавно, на днях получил, да, вот, и у него тоже юбилей, да, вот прям на носу юбилей, да, вот, и хочу вот
Тынай, вот вы снимали фильм о Геннадии Садыровиче, да? Вы что-то новое о нем для себя открыли, когда вы пытались проанализировать, оценить, вообще вот собрать весь тот материал за все его 80 лет жизни? То, что Геннадий Садырович говорит о том, что вот фильмы молодых режиссеров сегодня, он, по-видимому, сейчас сидит дома много, у него времени много, он днем смотрит. Обычно днем показывают все наши новые современные картины молодых режиссеров. Обычно днем показывают. Днем, вечером не показывают, потому что они недостойны этого времени вечернего. С ним разговаривал в последнее время, интервью когда брал. Он говорит, что он изменил свое отношение, поменял. Не все, все, что плохое кино сегодня. Потому что вот люди, которые, он назвал несколько фамилий молодых режиссеров, которые сняли сегодня, снимают кино, вот, и которые тоже призы получают на международных фестивалях. И я потом, когда послушал эти фамилии, это люди, которые, в общем-то, воспитывались на площадке, на профессиональной съемочной площадке. Люди, которые, в общем-то, получили именно школу киргизского кинематографа. Там же мастера работали. Все вот это, что поколение. А то, что в общем, конечно, тяжело сейчас говорить в целом о большом киргизском кинематографе. Не тот фильм, когда не то кино, когда раньше был один фильм, Геннадий Садырович снимал один фильм, это было событие. Вот Ахтанж говорит, там 1000 человек приходили на премьеру, там, и, в общем-то, и все эти были интересные, все отношения было все. Сейчас нет отношений, сейчас так вот. Но сейчас кино есть. И то, что касается вот этого фильма, вопрос в том, что мы же сейчас прикоснулись к личности Геннадия Садыровича, как я его узнал, где-то 70-е годы еще, пришел в кино в начале 70-х, тогда начал узнавать, а он же был знаменитый, известный кинорежиссер, уже в телевидении выступал, там уже Геннадий Базаров это был. А потом уже стал ближе, где-то в середине 70-х стал с ним работать, а в конце уже стал работать, последние 30 лет мы с ним стали работать вместе в телефильме. Когда в 90-е годы кино не стало, ему некуда было деваться. У него как раз вот в нашей картине хороший, у него есть эпизод такой, он говорит о том, что вот Тынай говорит, нас в 90-е годы, когда я снимал «Приют для несовершеннолетних», вот, позвонил в Москву и сказал, что мы закончили фильм, говорит. Мы закончили фильм. Нам, говорит, привозить, сдавать фильм, а ему там отвечает с Москвы: Гена, ты что, говорит, уже Советского Союза нету, говорит. Всех, что хотите, говорит, там то и делайте со своим фильмом, говорит, показывайте кому все, проката, говорит, нету. Говорит. И он говорит, нас всех уволили. И нас всех, говорит, всех уволили. Весь свет киргизского такого, чудо киргизское все там. Знаменитые все режиссеры были, все операторы, режиссеры. Такое, 500 человек работало в то время, около 500 человек работало на киностудии. И я нашел такой кадр, где Саша Федоров во дворе старой киностудии собрал всех киношников того времени и делает общую фотографию. Вот. И вот эти слова, когда всех этих уволили, я поставил туда в конце этот кадр, где вот это все цвет киргизского кино, в один день всех уволили. Вот. Конечно, если говорить о нем как режиссере, как человеке, я вот оператор, здесь операторы же сидят, знают, конечно, с человеком уже известным, народным артистом, снимать первый раз на площадку. Я уже до этого, конечно, работал с Ведугелисом, с Убукеевым. Гена, в общем, такой для меня был, честно говоря, загадка. Он же все время молчит, он ничего не говорит. Он приходил ко мне в кабинет, я тогда был директором телефильма в начале 90-х. Он приходил в кабинет, маленький кабинет, я сижу там, что-то там звоню, он садится, значит, кофе там сделает себе. И курит, сидит, вот, часами сидит, ничего не говорит. Я уже сейчас я приду, выйду, там совещание у нас какое-то, вернусь назад, он сидит, курит. Обед наступает, он говорит, ладно, говорит, я пошел, говорит, и уходит. Бывают такие моменты, дни были, да, но это было каждый день. Но потом мы задумали вот эту программу «Альтернатива», потом уже стали говорить, он говорит, что это островок, в общем, остался островок культуры. И вот потом мы стали снимать кино. И когда вот я первый фильм с ним снял, на черно-белую пленку, остатки пленки были, и там был эпизод, маленький эпизод с этим, с цветным изображением, там этого, икона была, должна быть икона в конце фильма, она цветная. А тогда сейчас элементарно можно одним нажатием кнопки на цифры сделать черно-белую, там цвет сделать черно-белый, все.
И а цвета нет, у нас пленка черно-белая только, стал искать, вот, к ребятам обратился, Ахтан говорит, у меня, говорит, есть пленка, говорит. У него кодек оставался, там кусок, говорит, так, он где-то там к брату, говорит, езжай на дачу. Мы поехали к его брату на дачу, в общем, привезли пленку, там сняли. Ну, проявили весь материал, стали смотреть, я же как оператор волнуешься всегда. Ну, как, смотришь материал, тем более мастер, что он скажет сейчас? Он может там тебе это самое сказать, это не так, это не то, там, вроде бы. Ну, когда посмотрели, он говорит, так, да, спасибо, молодец, говорит. Поздравил меня, говорит, а у меня тот день был, как раз день рождения было. Он говорит, видишь, ты себе, говорит, устроил, говорит, праздник, говорит. Вот такой человек. Тынай, а Геннадий Сидорович знает, что это моя пленка была? Ну, я тогда говорил, я тогда ему сказал, ну, наверное, сейчас забыл, наверное, вот тогда цветная пленка. Поэтому вот такой вот... А потом, конечно, вот мы сейчас с ним, в общем-то, и уже на протяжении 30 с лишним лет вместе соприкасаемся, работаем. И стали, как бы вот, многие стали из нас, и мастера стали известными, вот уже сейчас. Но мы же тогда, в 80-е, 70-е, нас никто, в общем-то, и не знал, мы работали ассистентами. Но вот эта вот работа с этими на площадке, с такими мастерами, как вот, великие мастера, я думаю, что и почему он и сейчас и поменял свое отношение к новому киргизскому кино. Появились новые фильмы хорошие, и молодых режиссеров. А эти люди, я говорю, опять повторю, что они воспитывались, то есть учились на киргизской школе, на школе киргизского кино. Это самая настоящая школа была. Это хорошая школа. А сейчас нету школы, сейчас Есть школы что нету. Сейчас то, что вижу, то и снимаю. Анес Гургенович, вот что вы хотите? Что-то смешное рассказать или что-то вспомнить? Значит, я принимаю пас от дорогого Тыная, когда он сказал, он не первый человек, который изумляется умению Базарова молчать, держать паузу и очень долго. Значит, я вот те же самые слова, вот почти то, что ты сейчас сказал, я услышал от человека, благодаря которому, возможно, мы сегодня сидим и обсуждаем, так сказать, нашего Геннадия Базарова в его здравии полном, так сказать, творческом настрое и так далее. Но если вы помните, лет еще там 15 назад, как выглядел Геннадий Садырович? Значит, это кофеман, это, конечно, тот еще, так сказать, курилка, но только, может, я с ним мог еще поспорить в какой-то степени, или профессор Соложенкин, но по-моему, он нас обходил по дозам, так сказать, никотина. Ну и в силу этого он отличался тем, что Ландау называл, говоря о самом себе, что у меня не телосложение, а теловычитание. Помните, да, было вот такое выражение? Это вот худенький Базаров. И вдруг наступает момент, когда приходится обращаться к врачам. Сначала он к нашим обращается в кардиоцентр, и потом мы с ним, я его там обнаружил у нас в кардиоцентре и говорю, слушай, если надо будет ехать, то только туда, только к Юрию Пя. И ты мне обязательно предупреди меня, я до этого позвоню, переговорю, все, чтобы было как положено. Приглашают меня вот друзья, эти кинематографисты, какой-то сабантуй там небольшой, помню, в каком-то летнем кафе. Все есть, Геннадия не вижу, и Райвы не вижу. Спрашиваю, где? Так он же уехал на операцию. Как уехал на операцию? Когда? Да вот в Астану он уехал. Ну, я так думаю, ну что ж такое? И на утро звоню, и тут же откликается Пя. Это не часто бывает, он на операциях закручен. Тут же вот мне повезло, откликнулся. Я говорю, Юрочка, это Зарифьян из Бишкека. А дело в том, что он же у нас здесь жил, работал, женат на нашей бишкекчанке там и так далее. Я говорю, значит, помню, да, что случилось? Я говорю, к тебе попал наш друг, замечательный человек по фамилии Базаров, Геннадий Садырович. Ты знаешь об этом? Он так говорит, вот верите, Анес Гургенович, вот только сейчас закончил его оперировать и вышел, и стал размываться. И в этот включил мобильник, и ваш звонок первый. Я говорю, ну, и он тут мне говорит, он художник. Я говорю, он не только художник, он и художник в широком смысле слова, и кинорежиссер наш, и он мне говорит, а почему он такой молчаливый? Он сидит все время молча и куда-то смотрит.
А я ему отвечаю, я говорю, Юрий Владимирович, это тот случай, когда человека столько раз Бог поцеловал во все места, что ему говорить о себе и пиариться не надо. Это всем известно. Так оказалось, что я сижу напротив иллюстрации к фильму «Заговор». Вот что интересно, отличие от многих режиссеров Геннадия Садыровича, он пишет сам сценарий своим фильмом и может в любой момент изменить там линию, если так получается, да? И так оказалось, этот фильм мы снимали и в тюрьме, в настоящей тюрьме, там кадры видны. Павильон снимали мы в Киеве. Так как главный исполнитель роли Советбек Джумадылов, он был очень занят, спектакли у него были в Ленинграде. Мы поехали в Ленинград, в общем, объездили, так сказать, всю страну Советского Союза. Я хочу сказать, вот там есть эпизод, там Марусь снимается, там в подвальном помещении ребята занимаются ушу или карате, в общем. Там оказалось, что одна стена зеркалами была развешена, и тут же Гена решил, и многие кадры из этого фильма, этого эпизода мы снимали через зеркало. И так получилось изобразительно очень интересно. Просто я тоже желаю Геннадию Садыровичу многих лет. Я абсолютно уверен, что у него в запасе очень много задумок, и все, что осуществилось. Я просто хочу дополнить Манас Байке. На приюте специально из Москвы прислали стадыкам. Значит, там должен быть такой длинный проход с первого этажа на второй. А Манас Байке все говорит, Гена, говорит, можно я, говорит, с рук сниму, говорит. Он никак не может к стадыкам привыкнуть. Потом, в общем, повесили этот стадыкам. Он снимал я не знаю, сколько дублей. Потом в конце говорит, дай, говорит, все же я сниму с рук, говорит. Он снял с рук. Потом, когда, значит, посмотрели фильм, оказывается, вошел тот материал, который он снял с рук. То есть я говорю о мастерстве Манаса Байке и о том, что Геннадий Садырович давал возможность сделать дубли. Может быть, другой сказал бы, не надо, Манас, я все снял. Просто Ну человек вот, как бы да, для человек кино, доказал, наверное, что он может не просто как техника снимать, а с рук. То есть вот наши операторы, они этим и славились, наверное. Человек снимает, Получается, да, что я- для кино важно не только, например, профессионализм, да, но и чуткость рук, чуткость сердца, вообще всего. Конечно, нет, я Потому считаю, что да. вот когда камера и когда с рук, Да, вот в принципе да. это как бы Пустая как камера. твои глаза, и ты начинаешь сопереживать с этим, с тем, что происходит на экране, и Манас Байке просто почувствовал, наверное. Тогда же не было этой техники, то есть невозможно было посмотреть то, что ты снимаешь. В этом отношении Геннадий Александрович, как режиссер, он вообще доверял всем. И актерам, и особенно вот операторам вообще. Он только приходил там на площадку, готовым на площадку приходил. Он просто говорил, вот, вот это здесь, вот угол мы вот так пальцем показывал вот так, и все, мы уже там уже все делали. Он готовый, уже работал просто, было с ним интересно работать и легко. Он такой, над тобой не стоял там, нет, сам все. Я хочу сказать то, что, вот мы же говорим, что он, Гена, сейчас был таким молчуном все время, он может молчать, там, вот дочка тоже, говорит, мы, говорит, ходим на прогулку, говорит, и 2 часа гуляем, говорит, он ни слова не скажет, говорит, ходит, идет, говорит, мы разговариваем, ни слова не скажет. А когда он появляется на площадке, когда вот мы он там вообще живой такой, он слушает, его носит туда-сюда, в перерывах он рассказывает, какие-то байки рассказывает. Он всех вот этих поэтов, наших древних ахынов, этих самых, импровизирует, он мог бы быть, наверное, хорошим импровизатором. Вот так рассказывает вообще так. Он начинает показывать, как ходят китайцы, походки, знаешь, показывает там. Точно прям. Вот он оживал просто, он на площадке оживал, живой человек. Мое соприкосновение с Геннадием Садыровичем через лупу, да, но никогда я не думал, что я буду у него работать и что я его буду называть мастером. Я же не учился в ВГИКе. И вот для меня Геннадий Садырович, точнее площадка, я все время называю это мой ВГИК, а Геннадий Садырович был моим мастером. И вот те картины, с которыми я проработал, и вы были там как оператор-постановщик, это «Приют для совершеннолетних» и «Заговор». В принципе, вот он был как бы для меня человек, через которого я познавал, как работать с актерами. Значит, может быть, сейчас не придают этому значения. Вообще, как делать организацию площадки.
Ну, он как бы не показывал свои раскадровки, но он изредка доставал, помните, да, у него были такие подчеркушки, то есть он на площадку приходил готовым. Вот, и вот, видимо, все это, и здесь говорили о его отношении, о его скрупулезности, и, видимо, вот он как бы для меня как мастер, вот, и я как бы публично, ну, почти не говорю, ну, я не знаю, почему так получается, вот, и я какой-то, вот, Лене, по-моему, в небольшом, значит, видео нарезки говорил, да? Да, вот, да, мы говорили об этом. Я как бы вот перед вами, как бы перед мастерами такой как бы публично говорю, что он действительно мой мастер, у которого я, в принципе, учился, и где-то, ну, где-то, может быть, я даже, можно сказать, подражал, может быть, вот, и мое отношение, может быть, к площадке, к раскадровкам, к кадрам, вообще вот к подготовке, мне кажется, все это от Геннадия Садыровича. Я помню, в 91 году, когда Геннадий Садырович позвал меня на картину «Аномалия», вот, за моими плечами ничего не было, может быть, один художественный фильм. И тогда, ну, я хочу сказать, что спасибо ему, то, что он поверил в меня. Да, а так, я его помню, когда мне было 6 лет, потому что они с моим отцом дружили. Мой отец Хаджан Кадралиев, да, который вместе с ним они сняли «Сказ об искусстве» фильм. Я, кстати, был на этой съемочной площадке. Я помню, на Иссык-Куле снимали. Была такая импровизированная сцена прямо на берегу, на песке. Вот. Ну, тогда я был еще пацаном, я так не очень обращал внимание на какие-то. Вот. Но я единственное хочу сказать, мы когда жили в студийном доме, мы жили на 2-м этаже, а Геннадий Садырович, он был холостой и жил на 1-м этаже. Это была гостиница или общежитие, да. И он там все время утром приходил, в обед где-то, значит, заночил вот так, брюки держал, да. И меня тогда еще очень удивляло, почему он гладит брюки через газету, понимаете? Мы все через марлю, а он газету. Значит, он всегда просил меня, принеси воду. Я ему приносил воду, стакан. Он наполнял в рот, прыскал на брюки, стелил газету и гладил. И немножко газета нагревалась, немножко такой запах был, да. Ну, после, когда он все это погладит, он готовился к вечеру куда-то идти. И после, когда погладит, кофе, сигарету, как ты надо говорить, и сидит, а раньше же как, курили же прям в доме, это никто никуда не уходил. Вот на диване они с отцом сядут и болтают. По этому долгому, такому кропотливому пути к духовности рядом, взявшись за руки, идут и театр, и кино. И вот как-то в разговоре Нурлан Асанбеков, мой очень любимый режиссер, вот, и любимый не только мною, я думаю, нашими другими гражданами. Вот он мне как-то сказал: нет, Лена, я не режиссер кино, я режиссер театра. Вот он сделал какое-то такое разделение, хотя в его образовании вписано, что он режиссер театра и кино. Нурлан, вот я была на вашем спектакле в последний раз, спектакль вот «Солдатенок», где, тем не менее, шли кадры летописи военной хроники, да, и все-таки, я думаю, эти два вида искусства идут рядом. Что вы скажете на это, и что вы вообще скажете о Геннадии Садыровиче нашем? Первое мое прикосновение к искусству кино, магии кино, было в 1987 году, когда приз для совершеннолетних, мы там группой пантомимщиков, тогда я занимался пантомимой, участвовали в массовке. Вот. И тогда мне было очень интересно как наблюдать за актерами, за площадкой, как, что где как располагается. И даже в каком-то эпизоде там, так, знаете, не обрезали, а прошмыгнул, мягко говоря. Вот. И спустя годы, естественно, как бы сказать, вот это, знаете, прикосновение, оно на кино, как сказать, остается в душе или в сердце, или так в мечтах, или грезишь, а мог бы ты тоже так как-то прикоснуться к кино, что ли, что-то снять. И вот, естественно, рождаются всякие всевозможные сюжеты, какие-то сценарии написываешь, и вот когда уже
обосновавшись здесь, и как-то мне посчастливилось с Геннадием Садыровичем там, перекинуться пару фраз и ему дать несколько сценариев. Вот. И один из сценариев где-то в 2005 году он говорит, тогда он был директором телефильма, и он говорит, ну давай снимешь фильм там. И мне посчастливилось снять короткометражный фильм, это «Бешикыры» колыбельная. Вот с тех пор как бы иногда удается, я считаю, что это великим благом для меня, например, то, что иногда прикоснуться к такому магию кино. Ну вот, с другой стороны, когда наблюдаешь за процессом любой личности, вот, творческой личности, и вот мне посчастливилось, вот, знаете, наблюдать, например, работать с Джим Ахматовым, с Молдобасановым, отчасти с Давлесовым, с другими такими, знаете, режиссерами, как Спази Владиславом Борисовичем. То есть, и в этот момент, когда ты непосредственно ищешь какой-то контакт с тем человеком, который старше тебя намного и опытнее. Мало того, что опытнее, он еще мудрее, что ли, на философском уровне, что ли. А потом думаешь, хорошо, как он переживет то время, когда, помните, 90-е годы, да, когда вот Актан, Эрнест, Темир уже как бы вышли на такую волну, как бы залатали, можно сказать, брешь вот этого, знаете, дефицита кино, дефицита совести, я бы сказал, дефицита вот этих острых социальных проблем, тем. И я понял, что, ну не понял, просто я увидел, что Геннадий Садырович, он не остыл, он наоборот начал работать и как-то, знаете, невзирая на вот этот дефицит средств, когда, честно говоря, кино же дорогостоящее удовольствие. Тогда как наши другие мэтры, конечно, они огромный вклад внесли в киноискусство, вообще в искусство Кыргызстана, то Геннадий Садырович не стал, как бы сказать, размениваться монетой, что ли, той, и начал снимать, ну, кстати, на той аппаратуре, которая существует, она доступна. Вот. И я наблюдал за его процессом, как на телевидении, на телефильме, и вот такие фильмы, которые последующие вышли, например, они, естественно, остро-социальные, как бы, он сам себя, видимо, знаете, еще не до конца свои мысли, свои переживания об обществе высказал, то есть он не до конца излил. И вот эти передачи, даже «Альтернатива», которые я с удовольствием смотрю, и я понимаю, что за этим стоит, знаете, что переживание за общество, потому что переживание за той или иной творческой личности, за тот или иной, например, театр, вот как он про городской театр снимал замечательную такую передачу, и понимаете, не тривиальным языком, не таким банальным подходом, который сейчас зачастую, вот, знаете, грешат наши телевизионщики, я бы так сказал, потому что за его размышлением о роли творческой личности в обществе это дорогого стоит, потому что понятие это не снивелировалось, что такое творческий человек, творческая личность. И я часто ищу такой, знаете, такой контакт непосредственно, когда я бываю на телефильме за чашкой кофе, это раньше так было, то есть он рассказывал совершенно другие байки. Байки о простых людях, как, ну, скажем, про Бакен Кадыкеева или что-то еще, но лучше него, конечно, это не передастся, никто не расскажет, но понимаешь, что это простые люди, обыкновенные тоже с такими же своими какими-то странностями, своими какими-то, ну, обыденными там, то есть, контактами, то есть, и про Кандучалову то же самое он как бы мог рассказать. И, естественно, за этим ты понимаешь, что ты прикасаешься той эпохи или тому черно-белому кино, но оно совершенно, как сказать, действительно художественное, оно намного возвышеннее, чем сейчас.
идет подход многих наших вот коллег, режиссеров, я бы сказал бы, там, людей искусства, которые соприкасаются с нашей действительностью. Потому что в то время было совершенно, я понял, намного ответственнее подход к любому материалу, любому тому, к чему ты прикасаешься. Вот, например, материнское поле или улица. И вот когда я улицу когда просмотрел, для меня это действительно, знаете, шедевральный фильм. Вроде бы простая история, но она настолько такая, знаете, трогательная и гениальна в своей простоте. Но как ее снять, как ее передать, как ее, знаете, как вот эту простую историю донести до обыкновенного зрителя, это дорого стоит. Это нужно иметь настолько тотальное такое, знаете, ориентир и концептуальное мышление, чтобы вот как бы вот таким языком до нас донести. Что зачастую вот сейчас вот как бы не происходит этого у многих. Ну, я не критик в этом отношении и не исследователь кино, но я для себя подмечаю то, что Геннадий Садырович мог бы уже писать еще такой, знаете, талмуд, мягко говоря, о байках, о его вот каких-то в кино, в театре. Вот он много рассказывал, как он снимал, например, про вот, сказ об искусстве, например. Да, вот. И, к сожалению, вот таких фильмов, к сожалению, у него уже нету. Ну, мало. Вот. Я, когда общаешься с Геннадием Садыровичем, действительно испытываешь какое-то некое удовольствие, удовлетворение в том, что за его такой, знаете, лукавой улыбкой, такой, знаете, прищуром замечаешь, подмечаешь какие-то, знаете, те еще загадки, какие-то недосказанные какие-то истории. Я думаю, Геннадий Садырович мог бы еще много чего нам поведать в этом отношении, и было бы интересно. Вот вы, Нурлан, и вот вы, Хасан, вы говорили о средствах, какими вот мы творим, да, там ставим спектакли, снимаем кино, старые камеры, новые камеры, да. И мы все время ссылаемся на какие-то трудные времена, на какие-то причины. То у нас пандемия, то у нас новая независимая страна, и у нас нет все время денег. Да? Но мне кажется, что, лично мое мнение, что духовность как бы от этого не зависит. Да? Потому что люди, если вспоминать наше кыргызское чудо, да, оно тоже творилось не самые простые времена. Да? Люди и оставили километры кинопленки и очень много интересных литературных произведений в годы войны и так далее. И если говорить о духовности, то я думаю, что мне так показалось в нашем сегодняшнем разговоре, что все-таки еще не все потеряно, потому что вот есть все мы, есть все вы, есть связь вот этих вот поколений, да, и сегодня в меня вселилась какая-то уверенность. Я вот тоже открыла цитату Базарова, что и он призывает нас к тому, что мир должен тратить средства на духовность и экологию. Мы должны сохранить как души людей, так и душу природы, иначе Земля разверзнется. И, конечно, есть какая-то опасность, что наша память может умереть, как оказалось сегодня, память жива, да, вот мы все помним, у вас есть ученики. Я думаю, что, если говорить о духовности, я думаю, что она тоже переживает свой какой-то естественный процесс, и мы все будем к этому стремиться. И я вспоминаю Айтматова, который тоже, когда давал оценку Базарову, он сказал, что Геннадий Базаров, он принадлежит к той плеяде классиков, которой и принадлежит наше кыргызское чудо в кино. К сожалению, из этой плеяды осталось всего 1, 2, 3 творцов того периода, и мы сегодня видим, круг сужается все время, но появляются, слава Богу, новые имена. Поэтому, вот как пишет Чингис Тарикулович, я хотел бы, чтобы творческая личная жизнь Геннадия Базарова продлилась еще и дала бы свои плоды, и вы все сегодня пожелали ему и здоровья, и какого-то нового творческого вдохновения, и новых каких-то литературных опусов и повестей. Человек, он по характеру очень справедливый.
говорит Айтматов, прямой, порядочный. Поэтому, когда делаем меж с Геннадием Базаровым, то никаких каких-то сомнений не возникает. Он человек дела, человек слова и действительно разносторонний и одаренный. То, что он пишет, это высокого класса тексты, и его фильмы, его документальные ленты, все они обозначены талантом и личностью Геннадия Базарова, о чем мы сегодня с вами проговорили целый час. Я благодарю вас за эту встречу, за ваши воспоминания, за то, что мы поделились друг другом ими. Желаю вам всего доброго.